В Женеве стартовал 12-й форум ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. Во встрече приняли участие представители Всемирного уйгурского конгресса, Уйгурской Федерации Америки, Уйгурского правозащитного проекта, Уйгурского движения и других уйгурских организаций за рубежом, а также некоторые активисты, в том числе адвокат Райхан Асет. Президент Американской уйгурской федерации Альфидар Иль-Табир, присутствовавший на конференции ООН, рассказал о рабском труде и нарушениях прав человека в уйгурском регионе. В своем выступлении он высказал свое настоятельное мнение о том, что экспортируемые из Китая солнечные панели связаны с принудительным трудом уйгуров, и что хотя принудительный труд уйгуров в Восточном Туркестане все еще продолжается, этот вопрос нельзя переносить на другую тему, не упомянув об этом. Зампредседателя партии «Процветание» и депутат парламента от Стамбула Доган Бекин, который является одной из важных фигур дела Восточного Туркестана в Великом национальном собрании Турции, своей работой по Восточному Туркестану и уйгурским туркам и недавно участвовавший в Международном уйгурском форуме, состоявшемся в столице Японии Токио от имени Турции, отреагировал на проект оккупации Китая по китаизации ислама. Доган Бекин, сделавший заявление в своем аккаунте в социальных сетях, сослался на последний доклад Human Rights Watch о разрушенных мечетях в Восточном Туркестане. В правительственном документе, излагающем десятилетний план инициативы «Один пояс, один путь», говорится, что Китай будет оказывать давление на страны, участвующие в инициативе, чтобы они интенсивнее использовали юань и отдавали приоритет небольшим проектам. Ожидается, что эти проекты, нацеленные на достижение положительных результатов с точки зрения экономических, социальных и экологических аспектов, также будут иметь быстрый эффект. Задолженность Китая по инвестициям в инфраструктуру в рамках проекта «Один пояс, один путь» превысила $1 триллион. Однако в последние годы импульс ослаб из-за влияния пандемии и замедления темпов экономического роста в Китае. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции: «Китай нам не враг. Я приветствую тот факт, что союзники вступают в диалог с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес. В то же время мы должны быть непредвзятыми в отношении влияния политики Китая на нашу безопасность», — сказал Столтенберг. На голосование Генеральной ассамблеи Кыргызстана вынесен проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской республики о государственных символах. Законопроектом, который также обсуждался в Конституционном комитете парламента, предлагалось сгладить солнечные лучи в виде волн на флаге страны и увеличить количество линий в мотиве посередине с 3 до 4. Законопроект, подготовленный спикером парламента Шакиевым и депутатом Уланом Примовым, принят в первом чтении. Китай предупредил Австралию о необходимости действовать с максимальной осторожностью при размещении военных кораблей в Южно-Китайском море. Выступая в Сиднейском университете, Лю Цянчао, глава отдела международных связей Коммунистической партии Китая, сказал: «Мы призываем австралийское правительство и военных действовать с большей осторожностью в этом районе, в Южно-Китайском море». Вчера около 14:40 по местному времени на угольной шахте Шуаньян, принадлежащей горнодобывающей компании Хэлионган Плонгмэй Шуангашьян Мининг в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, произошел взрыв породы. В заявлении компании говорится, что погибли 11 человек.